Здравствуйте! В эфире передача «Авторивьера». Спонсор программы «Сбербанк Абхазии». Посредством передачи «Авторивьера» Сбербанк способствует повышению уровня культуры вождения и безопасности дорожного движения. Сегодня мы будем говорить об организации дорожного движения на основной магистрали, проходящей через город Сухум. В передаче мы периодически снимаем материалы на участках дорог с наиболее интенсивным движением автотранспорта. Организации движения в подобных местах, а особенно на перекрестках, требуется уделять особое внимание вопросам безопасности движения и, конечно же, оптимизации ее проходной способности. Мы снимаем большое количество материала и представляем вашему вниманию наиболее показательные фрагменты, на которых вы видите дорожную ситуацию и типичные нарушения, совершаемые в конкретных местах. Если возникают какие-либо вопросы по организации движения или дорожной инфраструктуре, мы обращаемся к госавтоинспекции. Как правило, они охотно нам дают разъяснения, а также информируют водителей об изменениях схемы движения и в целом о работе, которую они проводят. Еще, я думаю, многие помнят, когда на пересечении улиц Леона и Арзенбах около недели не работал светофор. И практически каждый день здесь происходили ДТП и множество аварийных ситуаций. Светофоры здесь не работали в результате дорожно-транспортного происшествия, при котором один из светофоров был снесен. Подобная ситуация была ранее на следующем перекрестке улиц Леона и Гулия. У всех возникает вопрос, почему же их так долго ремонтируют? Об этом чуть позже нам ответят в нашем интервью. Причины происшедших здесь дорожно-транспортных происшествий видны невооруженным глазом. На данном перекрестке установлены все знаки приоритета проезда, но многих они просто не интересуют. Некоторые водители по каким-либо причинам считают главной ту дорогу, по которой они едут. Популярный перекресток улицы Арзенба и Леона, это общая, наверное, дисциплина, то есть ее отсутствие, или низкая дисциплина, можно сказать, водителей. Дорожные знаки на данном участке как раз таки в хорошем состоянии, их видно, они стоят без нарушения ГОСТов, они стоят нормально, их видно. Только люди начали ездить по привычке. Человек, передвигаясь по Леона, понимая, что вот он на Гуле, оно является главным, он проехал главный, ему так кажется. То есть он игнорирует дорожные знаки и не обращает внимания. Город все-таки выделил средства, не дожидаясь того момента, пока виновный сумеет возместить ущерб. Светофор был починен, насколько это было возможно. Дорожные знаки, в общем-то, установлены для нас, водителей. Каждый из нас обязан видеть все дорожные знаки по пути следования. Чтобы выработать в себе такую дисциплину, периодически проверяйте себя. Помните ли вы знаки, которые только что проехали? И помимо знаков на перекрестке всегда надо быть максимально внимательным. Особенно, когда там не работает светофор. Убедитесь перед тем, как проехать перекресток, даже если вы едете по главной дороге, что другие участники движения не создадут вам помех. Далее в передаче, как и обещано, мы покажем дорожную ситуацию в конкретных местах. В этом нам поможет начальник госавтоинспекции Абхазии Наур Смыр. Расскажите нам об организации дорожного движения на участке улицы Ешка, начиная от светофора на Универсаме и заканчивая следующим светофором на Старый Поселок. Будут ли перекрестки доукомплектовываться недостающими секциями светофоров? На сегодняшний момент данные светофоры перечислены. Начнем с Универсамского светофора. Он работает в 3 режимах. Однако на данном участке необходимо, чтобы все 3 режима работали в нужном режиме, как положено, необходима дополнительная секция. Например, это стрелка, указывающая поворот налево в сторону нового района. Это что она дает возможность? Из-за ее отсутствия водители, которые поворачивают в новый район, тратят много секунд
И за это зачастую там получаются заторы. Искусственные заторы. И за то, что водителям, которые стоят и ожидают свой режим и при повороте налево в сторону нового района, им не очевидно то, когда загорается красный свет у встречного потока автотранспорта, который движется со стороны Сухумского района, например. Вот. Но все эти вопросы нами прорабатывались, и обещано нам, что это будет вложено в бюджет следующего года, и со следующего года эти вопросы, возможно, будут решены. Но их необходимость, естественно, вы все видите, это очевидно, их необходимость. Далее вот на повороте на старый поселок также необходимость существует двух вспомогательных секций, также в виде стрелок. Это с выезда, значит, со стороны старого поселка можно разрешить поворот направо в виде стрелки на постоянной основе, потому что никаких препятствий, зря мы держим поток транспорта в этот период. И при повороте также на старый поселок также тратятся секунды. Те секунды, о которых мы говорим, эти секунды все время прорабатываются. Мы создаем некую зеленую волну, зеленую линию. Все секунды нами просчитываются. И мы вот максимально пытаемся освободить улицу Эшба от ненужных заторов и искусственных заторов, так скажем. Вот. Но в этом деле, видите как, вот рассчитанное время все, вот, когда оно работает все в соответствии как надо, оно работает нормально. Но не на всех светофорах у нас существуют бесперебойники. И когда выключают свет или перебои со светом, с электричеством, значит, сбивается программа, и их приходится настраивать вручную. Естественно, вы понимаете, что у каждого светофора не могут стоять люди, которые могут это все время менять. Естественно, после того, как перебой с электроэнергией, сбивается программа, вот, и проходит определенное время, чтобы выехать, настроить, и опять же настроить не просто так посекундно, а опять же привести в соответствие все светофоры. То есть на это уходит большое время. Зачастую бывает, что пока мы опять же эту волну настраиваем, и опять перебой электричества, и все приходится делать изначально и заново. То есть вот такие вот проблемы существуют. Здесь дорога имеет множество пересечений, съездов, въездов. Все это не может не сказаться на скорости движения потока и его безопасности. Эта дорога является еще и частью основной нашей магистрали. Возможно ли здесь как-то откорректировать, оптимизировать дорожное движение? На данном участке практически нет тех заездов в организации, которые бы можно было бы закрыть. Конечно, при закрытии какого-нибудь заезда дорожная ситуация улучшилась бы, но однако, вы понимаете, вот впереди нас стоит поворот, въезд в родильное отделение, роддом наш, да, это экстренно возможно, это быстро нужно будет и так далее. То есть тут не закрыть, и закрыть его никак нельзя. Дальше идет республиканская больница, тем более, и так далее. То есть идут организации, которые как бы и важные, и не просто какой-то заезд в частный сектор или какой-то дом. Таких основных и больших заторов и не бывает. Но в случае, когда происходит какое-нибудь дорожно-транспортное происшествие, на тот период, когда убирают, это, понимаете, это ЧП. Во-первых, у нас есть альтернативные дороги в случае экстренной необходимости, как попасть, например, с данного участка, попасть в центр города. Вот. Сделав некий круг, то есть ничего такого трагичного я в этом не нахожу. С учетом сегодня загруженности участка данного, пока теми методами, о которых я говорю, если они будут выполнены, будут сделаны, надеюсь, с Нового года все это мы сумеем организовать, сделать с помощью мэрии, и компании, которая следит за светофорами. При выполнении данных мероприятий, я думаю, все будет гораздо лучше. Наиль Григорьевич, светофор в направлении РЭО и республиканской больницы успевает проехать всего около 2 автомобилей из-за выбоин на перекрестке.
Вопрос не совсем к вам, но это уже продолжается не один год. Можно ли как-то повлиять на эту ситуацию, чтобы на этом перекрестке отремонтировали дорожное полотно? Там проблема только одна. В самом дорожном покрытии и этих ям и выбоин, которые там расположены. А секунды рассчитаны, их достаточно. Асфальтировался он года 4-5 назад, он асфальтировался, но из-за отсутствия и ненадлежащей работы этой ливневки, естественно, асфальт поднимается и выбоины, они быстро создались. Весь грунт, который сверху, он наносится сюда, и вот там вы видели, какие выбоины, и, трудно проезжать из-за этого. Естественно, человек не может проехать этот участок там, со скоростью или быстренько, и он останавливается. На этом и других перекрестках по улице Дзидзария запрещены повороты налево. В данном случае в обеих направлениях. Это сделано, чтобы здесь не создавались заторы. Поскольку теперь здесь запрещен поворот налево, вы можете съехать вправо и развернуться в безопасном месте. И вы уже будете ехать в своем направлении, затратив на это меньше времени и не создав никому помех. Наур Григорьевич, какова дорожная ситуация на основных регулируемых перекрестках? Анализируя данный участок и его регулирование, мы пришли к выводу, и не так давно мы запретили поворот, вот над нами стоит знак, запретили поворот со стороны Дзидзария, с улицы Дзидзария, передвигая в сторону вокзала, значит, поворот на улицу Дёну. Что это дает? Значит, оно, в пиковое время давало заторы. Так как существует две альтернативные дороги выезда на эту улицу и передвигаясь в ту часть города, куда человеку нужно, необходимости в повороте, значит, тут налево нет, и надобности в этом нет. И, значит, при соблюдении данного знака намного улучшилось дорожное движение. Но, однако, мы понимаем, что не все наши участники дорожного движения соблюдают просто этот дорожный знак. Далее также с улицы Дзидзария, он и был раньше запрещен, там движение только прямо и только направо. Это на поворот, значит, запрещен данным, не все водители это правильно понимают и совершают этот маневр опасный. И, кстати, буквально по вине такого маневра ДТП имело место быть на прошлой неделе. Значит, поворот на улицу Войнахскую, также он запрещен. Вот, остановить его. Вот. И это, как видите, машина, так скажем, не резидент Абхазии. Вот это то, что, в принципе, это простая невнимательность. Данный водитель, вот 92-й регион, он наверняка и прекрасно знает дорожные знаки, но это его невнимательность. При соблюдении тех дорожных знаков, существующих дорожных знаков, то есть на этом перекрестке проблем нет. Вот. И вот запрещение поворота, как я сказал, на улицу Дёну намного, опять же, сократило заторы на данном участке. Вот. И более-менее благоприятная ситуация на данном перекрестке. Вот. Ну, опять же, те такие вот субъективные моменты, которые существуют, это вот вы видите, за спиной сгорела одна секция светофора. Вот. Так как компания, обслуживающая светофоры, не имеет такой возможности иметь запасные части там, с запасом там, на год и так далее, они значит, заказывают, и вот в течение, как нам пообещали, что в течение недели данная секция тоже будет восстановлена. И на этом перекрестке проблем нет, когда при соблюдении правил дорожного движения и знаков существующих и режима светофора. Вот. Однако мы видим, когда не соблюдают все правила дорожного движения. Вы видели, аварийная машина с экскаватором вместе повернула на улицу Войнахска при нас. Не всегда хватает сил и средств, а именно личного состава ГАИ по городу Сухум. Мы не можем на каждом перекрестке выставить. Но периодически мы, чтобы люди соблюдали дорожные знаки, выставляем посты передвижные и так далее, чтобы люди
не отвыкали. И даем возможность привыкать к режиму регулирования данного, допустим, перекрестка. Вот. С учетом анализа дорожно-транспортных происшествий очень много приходилось при дорожно-транспортных происшествиях обращаться к экспертам, назначать экспертизы дополнительные, значит, задействуется людской ресурс и так далее. То есть люди начинают спорить, комментировать по-своему, трактовать правила дорожного движения так, как вот они считают. Вот. И одну из таких проблем, одну из таких видов дорожно-транспортных происшествий, которые здесь случались, вот этим знаком мы смогли снять. Дальше я бы наоборот поставил бы дополнительные стрелки. Вот мы дальше продолжаем вот в районе медучилища. Вот, там считаю необходимым там же стрелку поставить, где с правой стороны беспрепятственно продолжить движение. Также на вокзале и так далее. Все сводится к тому, что вот будет это все вложено, наверное, в новый бюджет города, и город в этом поможет и сделает город наш еще безопаснее и лучше, и снимет и много и заторов, и более станет комфортнее ездить, передвигаться на дорогах в городе. Наур Григорьевич, еще один такой вопрос. Когда проводятся дорожные работы, не всегда устанавливаются предупреждающие знаки должным образом. Особенно в ночное время при совершении маневра это может способствовать дорожно-транспортному происшествию. Как вы взаимодействуете с организацией, занимающейся дорожными работами? Те службы, которые занимаются ремонтными работами, они в принципе должны и обязаны этот участок огородить, сделать изгородь. И при этом они в постоянном контакте должны быть находиться с начальником ГАИ города. Вот, и, значит, это должно быть во взаимодействии, и нужно ограждать. Но не столько проблемно в этом смысле у нас получается в городе, нежели на республиканской трассе. Вот вы знаете, ведутся ремонтные работы. Значит, мы делали, согласовывали документы, мы расписывали те дорожные знаки, как должно быть рабочее место обустроено. Все это мы как бы писали, отдавали. Однако наши предписания и это не выполняются, да. И в игнорировании этого, игнорируя тот перечень дорожных знаков, которые мы им предписали, вот, они начинают работать. Это очень сильно затрудняет работу. И вы знаете, что у нас были и тяжкие происшествия. Вот буквально на той же неделе был смертельный случай при таких дорожных работах. Вот. Это касается всех участков, на самом деле, буквально всех. Это вот в Афоне закончен участок, в Эшерах ведутся 3 места, где одновременно ведутся ремонтные работы. Вы знаете, это в районе Цандрыпша ведутся также работы, там пока ведутся вроде изыскательские работы, но однако там имело место быть дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Вот. Так что при выполнении всех предписаний не будет проблем и не будет никаких. Я даже предписывал в Эшерах, например, размещение светофора. Мы им рассчитали светофор, режим работы этого светофора, который должен быть, чтобы охватить оба участка разом. Но, однако, это не выполнено, и на сегодняшний день приходится, как правило, выдвигать туда инспекторов ГАИ, ставить их в дневное время, а в ночное время, понимаете, что это все чревато, возможны и там последствия. Как продвигается работа по видеофиксации нарушений и единой базы ГАИ? Видеофиксация наращивает темпы, размещаются камеры. Мы уже имеем возможность, значит, на посту ГАИ Матяра имеем распознавательные, значит, камеры стоят, база данных стоит. Буквально в течение 10 дней, в ближайшее время, это пост Эшера будет снабжен. В Ачадарах размещаются камеры с выводом их в общую базу данных. То есть этот процесс идет, набирает обороты. Конечно, не все так просто, но понимание водителей уже есть. Люди
платят штрафы по постановлениям, которые им вручают. Значит, в этом смысле работа идет, и мы видим его результат. Он реально виден результат. Если на одном участке в тот период, когда значит, эти камеры только начали работать, мы имели за месяц 13 тысяч нарушений скоростного режима. И они работали только на скоростной режим. Спустя месяц люди начали понимать и уже единичные случаи нарушения. То есть люди передвигаются в рамках положенного скоростного режима. Это не может не радовать, потому что основная цель и основная задача введения фото-видеофиксации, то, чтобы сбить скоростной режим. Это на тех участках, где они уже размещены, этого удалось добиться. Вот также будут они размещены практически везде. Будут охватывать всю республиканскую трассу. В дальнейшем они будут охватывать и город. Вот. Еще хочется нам отметить, мы в подарок получили переносные комплексы от ГАИ России. В подарок получили 10 переносных комплексов «Визир». Вот. Получили 5 переносных комплексов фото-видеофиксации «Арена». Вот, они и видео снимают, и в памяти остаются, и их удалить невозможно и так далее. Опять же, там же немного и человеческий фактор устраняется. Но это все в скором будущем заработает. Визиры уже работают. Переносные комплексы «Арена» и те, комплексы, которые стоят, они в дальнейшем будут начиняться, у них возможности. Если сегодня не только работают на превышение скорости, то они в дальнейшем будут работать и на выявление других видов нарушений. Например, правила обгона, выезд на полосу встречного движения и так далее. А переносные комплексы «Арена», там функций гораздо больше, и это все выявление ряда нарушений возможно фиксировать с помощью этих установок. Позволяет ли существующая база данных теперь вам выписывать штрафы, имея контакты с этим водителем? В управлении ГАИ создался штат. За счет мы своих штатов создали отдел в составе 12 человек, который будет заниматься именно обработкой этих данных. Пока все происходит и телефонными звонками. В дальнейшем будут на нарушителей ставятся какие-то ограничения по переоформлению машин и других ограничений. То есть настолько, насколько позволяет закон. Вы знаете, что у нас служба судебных исполнителей набирает обороты, это орган начинает работать, и там взаимодействие возможно и так далее. То есть механизмы изымания штрафов, они как бы есть. Возможно, сегодня они недостаточны, не работают в полном объеме, но все это дело времени. Передача «Авторивьера» подошла к концу. Желаем всем счастливого пути.